Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Мишка! Здравствуй! А куда это ты прихорашиваешься? Как куда? Уже же время рассказывать сказку детям. А что же мы сегодня расскажем нашим ребятам? А у меня есть очень интересная и смешная сказка. Можно я сегодня детям расскажу? А как она называется? А называется она «Глупый волк». Мы с ребятами с удовольствием тебя послушаем. Ну что ж, тогда начнем. Был волк, старый-престарый. Зубы у него приломались, глаза плохо видят. Тяжело стало жить старому, хоть ложись да помирай. Вот пошел волк в поле искать себе добычи и видит, пасется жеребенок. Жеребенок, жеребенок, я тебя съем. Где тебе старому съесть меня? Да у тебя и зубов-то нет, а вот есть зубы. Покажи, коли не хвастаешь. Волк оскалил зубы. Смотри. А жеребенок легнул его изо всех сил по оскаленным зубам. Да и был таков. Упал волк без памяти. Лежал, на силу очухался. Голод не тетка. Побрел он дальше. Идет лесом. Навстречу ему портной. Веселый такой портной. Песни поет и аршином железным помахивает. Остановился волк посреди дороги. Посмотрел портной на волка. Ну что ж делать, так и быть, ешь. Дай только смеряю тебе брюхо, влезу ли я еще в тебя? Мерей, говорит волк, да поскорей, а то очень есть хочу. Портной зашел сзади, схватил волка за хвост, намотал его на руку и давай бокам аршином лупить. Бьет да приговаривает. Аршин вдоль, аршин поперек, аршин вдоль, аршин поперек. Рвался волк, пол хвоста оторвал, на силу ноги унес. Плетется волк, зализывает рану. Вдруг видит, пасется на горе большой козел. Козел, я тебя съем. Ну что ж, коли тебе хочется, только зачем понапрасну зубы ломать? Ты лучше стань под горой и разинь пасть пошире, а я с горы разбегусь, да прямо к тебе в рот. Волк стал под горой, разинул пасть и ждет. Козел разбежался с горы и ударил волка в лоб. Тот с ног свалился, а козел и был таков. Отлежался волк, встал и думает, проглотил я козла или нет. Коли бы я съел козла, брюхо было бы полнехонько. Наверное, он меня, бездельник, обманул. Погоревал и пошел опять искать себе добычи. Увидел под кустом падаль, бросился на нее и попал в капкан. Ну что, понравилась сказка-то, а? Конечно, понравилось. И я уверена, что нашим ребятам она тоже понравилась. А сейчас настало время прощаться с ребятами. Спокойной ночи, друзья! Добрых вам снов! Пока-пока!